друзья, опять я на связи. Заряжаю тут кое-что. Вот такой вот зарядник есть мощный. Вот, ну ладно, дело не в нем. Сейчас догоняем аппарат гибридный. Смотрим. Говорите, сколько у вас уже этот воксик? Воксик уже это с января или с февраля? С января или февраля. У брата купили. Радует? Машина радует вас? Радует, радует. Чем радует? Расходом чем радует? Расходом, Так. комфортом. Комфорт, расход. Ну, Все четко, да? ну. Так, смотрим. Там, по видео там смотрел у ребят, там нормально там расход. Ага, сейчас мы посмотрим. Ну, 8. Оформился 2 ведь. 21.02. Ага, 8,7. 160 тысяч пробег. Угу. Сейчас 9 тысяч последний раз вы что-то делали. А это масло менял. 9 тысяч, да, уже? Угу. Ну, пора менять уже. Не затягивайте. Так, ну что, батареечку проверим. Комплектация у нас с подогревами опять. Видите, подогревы есть. Это хорошо. Одна дверь. Замку этих нету. Датчиков нету. Видите? Датчиков нету. Второго монитора нету. Зато есть вторая печка, да? Есть, ага. Вторая печка бар. Ну все, будем смотреть батареечку. Сперва батареечку глянем, а потом уже все время будет ЕГРом займемся. В общем, начинаем, приступаем. Сетку там прочистил. А, сетку чистили, это хорошо. Все, начинаем. Поснимайте, пожалуйста. Да. Надо встать. Смотрим, сколько лет не чистили. Она-то вообще не чистилась. А, сама батарейка Но. Но сетку просто чистил. Брат вообще, говорит, не трогал. Так, посмотрим сеточку. Видно видео. Она вообще вот так полностью забитая половина. Как войлоком была, да? Да, да. Теперь можно считать, что она чистая. Аркадий Паровозов. Ага, посмотрим. О, было? Засняли? Ага. Чуть-чуть. Компрессор мощный. Ну, нету грязи особой. Так, чуть-чуть пыли есть на лопастях. Так, это есть. Теперь смотрим вовнутрь. Чисто. Относительно чисто. Сюда, пожалуйста, первый вот бок. Ну вот у парня спросите вот этот. Пыли нет. Пыли нет, чистенько. Все, закрываем наверх, пока пауза. Так, пока программка загружается, посмотрим контакты. Черные. Ну да, есть маленечко. Но не прям в гаечке видно то, что вот чуть-чуть окисел вот здесь вот появился. Ну. Так, теперь, ну и начинается вот силы тьмы. Видишь, силы тьмы. Начинает завоевывать. Шутки, конечно, вот есть типа такого. Так, с той стороны тоже глянем. С той стороны.
Хоба. Но тоже силы тьмы поглощают. Так, хоп. Идем. Ну не прям, конечно, грязный, но вот сейчас дальше. Счет идет у нас сверху. Последний раз мы смотрели. Счет идет сверху. Смотрим. Тут вот спрятано, видите, под крышечкой спрятано. Так, как мы будем смотреть-то, ё-моё. Никак не посмотришь. Блин, а почему? Или как? А, вот здесь, наверное, можно посмотреть. 154. Так, значит тут 150. Блин. Б9. Как посмотреть-то? Ё-моё, 150. Ну вот 75, допустим, мы видим. Я тут вижу 75, а тут 93. 79. Блин. Уже цифры не совпадают. 62-45, 62-43, 62-45. А, ну в принципе 43. Вот это 44, это 45, значит должен быть 46, это должен быть 47. Ага, это 48, это 49. Этот 50, этот 51, 52, 53, 54, 55. Это 56 должен быть, это 57, 58, 59, 60. Вот если мы вот так вот завернемся, то должно быть 60. Эй. А где я смотрел-то, блин? Почему тут видно, а там нет? О, 59. 59. Ага, 59. Ну вот еще раз смотрим. Так, 47. 48. Это 75 почему-то. 75К. 93К. Ну вот тут чуть-чуть разнобой идет почему-то. Вот эта часть. А вот эти уже по очереди пошли. Ну да ладно. Сейчас самое главное проверим, может ли он подтягиваться или нет. Очередной пациент на столе лежит. Вот вчера был ген 4 плоские, а здесь сейчас вот с такими вот выпуклостями, ну и впадинами вот такими. Это старое поколение. Какого года? 15-го, да? Вот я вчера дату поставил. Кстати, своих подписчиков я читаю, адекватных. Кто нормально все пишет, в принципе, адекватно. Вот вчерашняя дата была. Сегодня вот 203 в Окси. Угу. Какого года? 15-й год. Все, посмотрим, что у нас статика показывает. Запишем данные и начнем стандартную проверку. Вот. Статика 16:47. Так, 16:40. Сколько там? 45. Ну, тут. Самый верхний, первый, сколько показывает? 16:45? 16:48. 47, 48. Пусть будет, ну ладно, 48 исправим. Так, разница 0,08, правильно? 0,8. Все. Так, здесь у нас что еще было? Все. Начинаем. Стандартные 400 метров. Вчерашний тест. Все, разрядка стоит. Поехали. Чик, щелчок пошел. Почти 8 ампер ток пошел. Ну, это нормально. Так, первый этап. Записываем данные. Стандартные вот данные, как вчера были. Было в начале 15 с копейками, тут 16:48. Почти на целый вольт. У него меньше было изначально заряда. Но не столь важно, в принципе. Тут главная составляющая идет, когда он середину начинает держать. Прям вот когда разогрев прошел. Вот, и именно вот это вот. Ну, как в очередной раз клиент спортсмен понимает, что такое подтягивание. 400 метров, сейчас все ребята 400 метров побежали. Всей толпой, получается 14 пар, мальчик-девочка, грубо говоря, вот так они. Но они не бегут, они просто идут. Потому что надо всего лишь 400 метров пройти. Раньше я рассказывал это, как отсюда до ГАИ пешком. Вот, строем. Да. Раньше это было до ГАИ, потом до ЛННР. А не ЛННР, до Лермонтова перекрестка. Это второй этап. Третий этап там. Ну, это уже в прошлом, короче, так скажем. Сейчас просто первый, второй, третий этап, потому что ролик затягивается.
Опять смотрим релюшки. Тойотовские релюшки. Вот видите. Press Charge реле. Rest Charge или Press Charge. Интересно, Press Charge. Надо перевести это слово. Потому что Rest Charge это разрядка. А Press Charge это что-то другое. Видите, Денса. Это просто реле написали они. Здесь тоже они написали реле. А Press Charge. Сейчас я посмотрю, что это такое. Так, я перевел это дело. Будет в видео написано. Реле предварительной зарядки. Оказывается, еще предварительно подзаряжание какое-то идет. Ну, японцы не дураки. Ребята такие, которые просто делают вещи. Я такое еще не видел, что в какой-нибудь корона-бочке там какая-то электрика там заглючила. Такого не было. Единственное, что он может в корона-бочке там глючить, то что там какой-нибудь ксенон поставили, там еще что-нибудь закоротили там. На скрутках всяких это все вода попадала. Так, первый этап быстренько записываем. 15:37. Разница 0:10. И время 03:07. Все, второй этап, поехали. Все, долго нельзя. Первый этап прошел, поехали на второй. Это как бы моя методика, в принципе. Есть ребята, которые... У одного есть товарища такой же аппарат, как у меня. Не знаю, будет пользоваться моей методикой, нет. Но я запрещаю. Категорически. Свое все делай, пожалуйста, свое. Обращаясь к одному товарищу. Вот. Ладно. Всегда забываю вот эту штуку в обратное положение ввести. Но они... Рома говорит то, что есть уже модернизированная вещь, этот сервопривод сам будет крутить. А я пока еще рукояточкой, своими загребущими лапами. Ладно, второй этап. Посмотрим, что дальше будет. Ну, в общем, тут разговор маленечко, всегда отвлекаю там людей. Но вот второй этап прошел 14:61. Быстренько записываю. 03:16. Разница 0:09. 0:09. Все, поехали на третий этап. В общем, 125 миллионов человек живет в Японии. Поэтому они для себя примерно выпускают сколько-то тысяч автомобилей. Скорее всего, миллионами штук надо, чтобы каждому хватило. Потому что их 125 миллионов, значит, теоретически сколько должно быть автомобилей, миллион штук выпустить, чтобы всем хватило хотя бы. Это же хайповая тачка. Это новая машина. Это новый кузов, когда он вышел, гибрид. Все хотели попробовать. Кто ездил на Приусе, захотели попробовать. А почему бы нет? А почему бы нет? Почему бы не сделать гибридный микроавтобус, у которого будет внешний вид прикольный, у которого будет торпеда вот эта вот четкая, вот это вот косые грани, вот это все. Это же четко вот этот экранчик маленький, который печку отображает. Считай, сколько экранов там. Раз экран, большой экран, который магнитола. И, грубо говоря, панель приборная тоже как экран. Ну, почти. Аналоговый, конечно. 125 миллионов в Японии живет. Сколько-то из миллионов надо машину новую поменять. По-любому. Они же что-то там на чем-то двигаются. Не все же на общественном транспорте там. И поэтому столько много машин они сделали. На базе 30-го Приуса взяли модуль от 30-го Приуса. Вон 30-й Приус, вон батарейка лежит. Вон она. База 30-го. Ну, чуть-чуть релюшки там поменяли. Там. Чуть-чуть вот это, чтобы выходило тепло. Короче, ну, маленечко с охлаждением. Что-то они там подумали. И все. На базе 30-го Приуса взяли 30-го Приуса двигатель. 30-го Приуса батарею взяли, вот эти все релюшки, вот это все мозги, ну чуть-чуть перекомпоновку другую сделали. И все, и выпустили, и люди покупают вообще абсолютно. Четкая тачка, вообще у Приуса были там какие-то в первом поколении, точнее, ну 30-й Приус рассматриваем, когда он только вышел там в 2009 году. Ну какие-то отзывные компании были там по тормозам, там какая-то, ну мелочевка, какие-то детские болезни. Ну прям тотального такого, что там машина ломается, как корейское вот это говно, там 100 тысяч проходит из-за диры поршней. Такого же нету. До сих пор вот они, машины эти приезжают сюда, вот 2009 года. Это 20-й Приус вообще не убивается там. Хотя у него такой же модуль стоит. Но у него охлаждение, просто за счет охлаждения хорошо охлаждается батарея, поэтому, так скажем, поэтому он
дольше живет батарея, чисто за охлаждение. Здесь она вот есть вот у этого именно воксика, у него есть косяк с охлаждением. Это 100%, потому что там проходит теплый воздух от печки, блин, считай, автоматом в ноги дует. Этот горячий воздух, он горячим воздухом охлаждает горячую батарею. Ну, как бы, ну, это пипец. Поэтому не справляется, грубо говоря, охлаждение. Вот. Из-за этого может умирать батарейка. Ну, как в моем случае было с моим воксиком, который я сам закосячил, так скажем. Вот. Сейчас продолжается у нас разрядка. Третий этап. Третий этап это уже 50-60%. В большинстве случаев 50-60% хватает за глаза вообще абсолютно. Блин, она и будет экономичная. Ну, не прям не как уж экономичная, как чемпиона, который вот до вчера, вот, допустим, был чемпион. Не как у чемпиона, но будет экономия по-любому. Вот сейчас вот человек приехал 8,7. Так, третий этап закончился с такими результатами. 14:22. Время 03:26. Этот момент надо быстренько записывать. Ну, чуть-чуть фора, видите. Пока записываю. Чуть-чуть она восстановление идет. Ну да ладно. Если у вас вот такая батарейка будет, тогда у вас 100% будет экономия, по-любому. Потому что он намного, самое дольше будет на батарейке кататься. Чем он дольше будет кататься на батарейке, тем, соответственно, меньше у тебя двигатель заведется. Двигатель завелся, ему надо кушать. Ему кушать надо. А он кушает что? Кушает бензин. И все. Чем дольше на батарее ездит, значит, соответственно, тем меньше кушает бензина. Ну, как бы это логичная тема такая. А у нас с ценами на бензин, вот сейчас я ролик вот этот вот вставлю, что происходит. Вот сейчас вот ролик будет. В общем, хоть на ослах можно кататься. Вот. А так, тема очень хорошая. Ребята обкатали свою технику. Вот эти батарейки, они еще с 20-го Приуса, ё-моё. Так, четвертый этап прошел с такими результатами. 14:12, 3 минуты 29, 0:09 разбег. Ну, чуть-чуть отвлекаюсь маленечко. Это четвертый этап. Сейчас пошел уже на пятый. Батарея хорошая, в принципе. Сейчас посмотрим, как она посыпется. Но до чемпиона еще надо 6, 7, 8 пройти. 6, 7 еще пройти. 5, 6, 7. Еще 3 этапа, чтобы чемпиона. На лопатке, блин. Но не получится, наверное, потому что уже вижу вот здесь вот 10-я пара. 10-я пара вот уже подходит. Вот 14:03 уже стало. 14:02, да. Почему именно так проверяю? Потому что никаких нету здесь источников. Двигатель не заведется. Не станет его сразу заряжать. Я могу дольше ее сажать. А так? Середка постоянная, да? Да, середка из-за того, что... Середка просаживается из-за того, что просто недостаточно охлаждения. Слишком горячо в середине. Ну, сейчас посмотрим, что за вариант будет, что как вообще картина. Если вот прям середина вот так вся провалится, и разбег будет маленький, мы можем маленечко ее... Вот, видите, первая вылетела, 10-я. Вот, 11. Я всегда до 5 считаю, всегда. Когда по 5 вот серым станет, тогда останавливаю. Потому что, видите, он сопротивляется. Вот он 8 улетел, да, в 14, и все равно 14:02. Видите, уже 3, 4. И вот должен сейчас 7 упасть по закону. 7, все, вся середина, все, стоп. По 5 штучек мы сажаем. Ну, картина такая, в принципе, хозяин авто является моим подписчиком, понимает, что такое столешница просела. Видели? Столешница. Это, грубо говоря, продавился стол у нас посередине. Вот. Сейчас мы запишем результаты. Сейчас можно сделать с этой ситуацией, чтобы продлить жизнь. В принципе, дальше. Сейчас, если посмотреть, самый сильный, да, вот сейчас вот максимальный заряд и минимальный, да. Мы сейчас вот на паузу он встал. Ну-ка, сейчас мы вот с этим сравним. Сейчас вот я что тут делал? Минимальный, максимальный заряд. Вот классификацию буду вот так вот вести. Минимальный и максимальный. Сейчас вот даже покажу. Попрошу найти здесь максимального и минимального. Какой максимальный-то? Заряд сколько? 14:09.
Максимальный, а минимальный? Минимальный 13. 98. 98. Минимальный 13,98. В общем, как всегда, хозяин батареи всегда принимает всегда участие, понимает, что происходит сразу, без всяких, как говорится, обманов и прочего. Вот. Сейчас какое-то время, вот пока болтал туда-сюда, она восстанавливается сама. Сейчас мы траву прижали, а нагрузка ушла, и он уже хоп, нагрузки нет. Отдыхает, короче. И во время отдыха я вот отжимаю паузу, да? А, еще вот разница была 0,07, кстати. Это вообще отличная разница, 0,07. Офигенная разница. В принципе, по сути, не стоит ничего делать, по идее. Но сейчас я с человеком переговорю, объясню, что можно сделать и зачем это делается. И в качестве там одного момента манипуляции есть кое-какая моя фича, так скажем. Если он на это согласен будет, то мы это сделаем. Вот. Это чисто для продления. Это как вот сейчас вот по телеку показывают всякие препараты. Если вы там 2 раза в день уже поссали там ночью, то лангидаза, типа профилактика. И тут то же самое, я как профилактически, это не обязательно делать, хочешь дальше, пусть они там, но они сейчас пока вот так выходят, видите, как середины прям все выпали, прям, ну все красиво, серединка прям вся, вот если вот так разобраться, вот она столешница, если вот так посмотреть, вся столешница тупо просела, нам это показал прибор. Вот, мы эту столешницу можем сделать, раскидать, потому что она уже, ну, пенсионеры, грубо говоря. Ну, не прям пенсионеры, всего лишь они 0,8, там, сколько-то, разбег маленький. Это не совсем пенсионеры. Они не сильно устали. Но их можно раскидать. Как бы, как профилактика, как вот этот лангидаза, там, вот этот D3, там, всякую херню предлагает нам. Ну, это, конечно, помогает, вот этот вот, для сердца, там, вот это вот, всякие вот такие препараты дорогие. Это реально помогает. Это, в принципе, для поддержания иммунитета. А тут для поддержания того, чтобы она подольше, вот эти вот 5 этапов могла, допустим, через полгода, чтобы он ко мне пришел, и она могла опять эти там 4,5 раза могла пройти. И показать вот такой же результат. Но если этого не сделать, допустим, полгода, год пройдет, она уже будет деградация. Вот. Так, мне звонок входящий. В общем, хозяин все понимает. Ну, в принципе, как я объясняю, наверное, любой поймет, наверное, даже школьник. Вот. Разница хорошая. Решили сделать все по красоте. Тем более, не каждый день, как говорится, мы здесь бываем. Итак, теперь паузу отжимаем и смотрим максимальный, минимальный ток после проверки. После проверки. Блин. Хоть писать теперь, давно не писал, кстати. Минимальный, что стало? Минимальный и максимальный. Так, минимальный у нас 14,46. Минимальный 14,46. А максимальный стал у нас 14,54. 14,54. Смотрите, сколько они набрали. Почти вольт с половиной. А нет. Так было 14. Ну, полвольта набрали. В принципе. И разбег стал 0,06 также. 0,06. Все, теперь перекидочку делаем. Все как в столешницу переворачиваем. И будет теперь ляля просто бегать. Прям. Сохраняем, так скажем, в боевой готовности это дело. Те, кто раньше расслаблялись, 10 лет в машине, грубо говоря. 10 лет эта серединка напрягалась. Ее надо дать ей лучшие условия. Они заслужили. Но я, в принципе, себе так же сделал. Как бы я посмотрю там, ну, в следующем году там в отпуск тоже буду собираться. Перед отпуском по-любому вскрою, по-любому все это продую, посмотрю контакты мои, там, что с ними. Все то же самое сделаю, как я вот, у меня видео есть, вот, ну, короче, на моем канале есть часть первая, часть вторая. Вот первая часть была у меня, то, что я именно свой. Так, кстати, я забыл, надо сейчас пока зарядить ее. Так.
зарядим ее, пожалуй, на 400 дадим. Пока болтаю, пусть заряжается. Итак, себе я сделал, через годик я по-любому в отпуск буду собираться. Вот, 5 ампер сейчас мы ему дадим, пусть зарядится 400 метров, сам отключится. Все тут автоматика, никаких нету подводных камней, вот все показывает, все объясняю. Тут никакого там колхозного мастера там в темноте какой-то и так далее. Все оборудование четко работает. Мне очень, допустим, нравится. С этим оборудованием, я думаю, даже любой дурачок может справиться. Ну, в принципе, тут тоже как бы навыки. Маленечко того знаешь, маленечко того знаешь. Как бы сейчас человек у нас больше ценится, который универсал, а не тупо одним чем-то занимается. Он должен все уметь. Как это, есть приколы там про девушек. Говорит, опа, а я, говорит, еще и могу кое-что любить. Ладно, сейчас зарядочка пройдет, пока кофейку. Потом будем перекидку делать. 2 hours later. Все, прошло немного времени, так скажем. Может часик, может больше. В общем, неторопливо рассказывая человеку про кое-какие мои мысли по поводу масел и прочего. В принципе, каждый вправе понимать своей головой, кому что объясняют и так далее. В общем, разбег 0,06 после перекидки. Да. Я всего лишь 400 метров залил, вот последний раз. Вот этой всей вот этой бригаде. 400, на 400 метров. И она чуть-чуть восстановилась там сколько-то. В общем, поехали, разряжаем. 2 раза должна, ну, грубо говоря, пройти. Посмотрим, столешница у нас какая станет. Перевернутая или нет? Рома приехал, машинка чистенькая, красавчик вообще. Песня, просто песня. Сейчас фаркоп с него сниму. Вот. Брал у него машинку как-то. Вот. Проверял, как батарею отремонтировал. Сейчас фаркоп пойду снимать. Собьет он эту штуку? Нет, не собьет. Сейчас выйдет и берет. Так, после перекидочки первый этап прошел. 400 метров. 3 минуты 24 секунды. Ну и второй вот сейчас вот скоро будет все сыпаться. Так, смотрим, разрядочка пошла. Вот, 1, 2, 3, 4, 5. Все. Вот это тоже должен выпасть, по идее. Все. Стоп. Вот и вся столешница, что у нас получилось. Серединка зеленая. Теперь они на чили, на лайте. А эти ребята, которые 10 лет работали, они стали уже теперь более, допустим, вот тут вентилятор идет, дует, холодный воздух, первые вот эти вот пары дует, потом здесь упирается по ребрам, еще дует нормально. В принципе, для них охлаждение будет. А эти, так как 10 лет расслаблялись там, все, они сейчас в серединочку встают. Ну все, собираем. Чуть-чуть заряжу и собирать будем. Все, поехали. Сейчас пойду вниз, короче. Кое-что надо сделать. Ну, прибор обалденный, конечно. С таким прибором вообще работать просто одно удовольствие. Роману в очередной раз махталитетище. Но он не понимает, это что такое махталитет. В общем, спасибо тебе, дорогой, за это чудесное, придуманное твоей командой и тобой, скорее всего, основатель это ты. Да и ну, реализация твоя, мысль. Ну и ребятам, кто это все программное обеспечение, Димасику, Денчику, привет. Смотрите меня. Денчику не нравится мой фокус. Фокус не нравится. И что тебе не нравится фокус? Нормальный же, смотри. Чух, 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 чух. Нормальный же фокус, что тебе не нравится? Мозг не надо напрягать, что не надо. У кого-то, кстати, вестибулярка плохо работает, и они не могут смотреть, когда быстро вот так вот переетывается. Есть такой вестибулярный аппарат. Надо было в детстве качаться на качелях. Ладно. Ну все, зарядил 400 метров. Посмотрим. Минимальный, максимальный. Все, отпустим. Хоп.
0.12, 0.11. Все, четко. Будем ставить. Этап закончили с батарейкой. Сейчас будет чистка ЕГР в одном видео. Под капотом тут можно было бы выехать, конечно, продуть. Может, выедем, продуем? Давай выедем, продуем. Продуем, пожалуйста. Ну тут не продувать надо, тут мыть надо. После амги? Но тут уже мыть надо. Но в принципе основная. Отбили основную пыль. Ну вот. Все, приступаю к ЕГРу. Итак, свечи. Ну, какие-то мокренькие чуть-чуть. Коронный, видишь, какой разряд пробивало уже. Чернючие. И родные свечи. Вот, с точками. В общем, замена. Эти оставляю хозяину про запас. Вдруг у кого-то там из его друзей начнет троить, он отдаст эти живые. В общем, если свечи вы, ребята, менять не будете, да? Вот так я расскажу так. Вот демпферный диск есть здесь, вот сцепление, короче, такой диск, который все это дело сообщает, гасит все колебания. Вот эти все рывки, пинки вот от этих свечей, вот эти вот пропуски зажигания, которые происходят, эти рывки, вот эти вот подтряхивания, все берет на себя демпферный диск. Чем дольше вы катаетесь на этих свечах, тем вероятность того, что вы попадете на демпферный диск, ну, увеличивается шанс, так скажем. Поэтому свечи под замену, особенно когда вот такая вот коронная вот разряд бывает. Но они рабочие, в принципе. Это 160 тысяч прошли. Ну, если верить одометру. А может и скрутили пробег, фиг его знает. Тут история умалчивает, но на одометре 160 тысяч. 3 точки. Под замену. Поснимай, пожалуйста. Да, на вот это вот. Давай. Ага. Так, держи, я буду смотреть. Вот смотрите, ребят. Так, где она? Да, вот. Втыкаем, смотрим. Сколько? Видите-ка. Опа. Все, застряло. 40. Отражается все, блин. 40 с копейками. 42. Да? Угу. Мои свечи. 41. Угу. Свечи вот чистенькие, новенькие. Вот. В принципе, они свое уже отработали. Смысла нет их дальше держать. Ну все. Стоп. Кадр. Ага, стоп. В общем, свечи поменяли. Сейчас проверим, как быстренько заведется. Газ в палас. Все, никаких потряхиваний нет. Глушим. Фонарик светит. Итак, дроссель. Жестко тут грязно, смотрите. Прям жестко грязно. ЕГР. Тоже, вон, смотрите, сколько тут. О, шуба прям. Клапан. Трубочка. Грязная. Здесь все тоже вон грязно. Здесь так надо.
посмотрим. Просвет. Просвет есть. Так что просто продуем сейчас. И все, просвет есть. Чё, просвет есть. Смотри, хозяин. Дудку. Так, будем ковырять. Пойдем посмотрим, сколько у тебя. Ну что ж, смотрим. Оу. О, бля, на мою машину. Смотри, видно? Ну. Хорошо видно? О, пошла. Мне за эту разработку премию должны давать. Мне за эту разработку такую премию дадут. О, я уверена. Я считаю то, что грязь разводить не стоит. Выдувать лучше. Да? Ну что, она там грязью там скучкуется и все. Залипнется, слипнется. Тут будет все чистенько, все чики-пуки, тут будет чистенько. Моя задача проходимость, чтобы была. Гринпис меня накажет. Охрана природы наша. Все нажалуется на нас. Все, пипец. Такой... Так. Все, проходимость есть. Все, врубаю. Есть проходимость сейчас. Самая главная задача наша, чтобы была проходимость, а не чистота, блин. Ты можешь ее сделать чистой. Ну-ка. Можешь ее сделать чистой, но она не будет проходимой. А забьется там все внутри. Главное, чтобы проходимость была. Блин, с этой стороны не увидишь, потому что подсветка. А подсветку вырубить. Сера найду. Давай телефон, я с той стороны. А, ты с той стороны будешь светить? Да. Ну давай попробуем. Всё. Ну, все четко. Все соты, по-моему, чистые. Вот, хоба. Да будет свет. Сказал монтер, да. Ну, товарищ капитан, давайте. Отдать швартовые. Сейчас чуть-чуть тряхануть. Тряханет чуть-чуть. Газ, палас. Нормально. Ничего не горит?
Не горит. Ремень только горит. А, у тебя китайский же магнитофон. Все, надо будет потом просто время настроить и все. Чуть-чуть может потряхивать. Из-за ЕГР чуть-чуть может потряхивать, пройдет. Это нормально. Ну все, счастливо. Товарищ капитан корабля. Всего доброго. Тапки интересные такие, я даже не видел его тапки. Оба. Воссаны. Полетели. Все, дорогие друзья. Все, всем пока. Обращайтесь. Будем записывать вас тоже сюда. Обслуживать в полной программе. Так, ну что, токарка работает. Шумно. Вот. Чуть-чуть причесаться, да, домой топать. Все, ребят, всем пока. До новых встреч. Катайтесь, не ломайтесь. Отец, ну ты видел?